Что, будем начинать? Я рада вітати вас сьогодні на першій відкритій публічній лекції Летучого університету, якої в этой лекції ми відкриваємо новий, уже 6-й сезон. Гэта трохи незвычайне адкрыццё і будзе трохи незвычайны сезон, бо звычайна на пачатку верасня мы аб'яўляем праграму, школы, курсы, все хутенька кажем туды записывацца, потым штосьці рабіць яшчэ. А ў гэтым годзе мы вырашылі, што трэба спыніцца на нейкі час, каб мець магчымасць не увальвацца ў тую мітусню, за якою мы часто хаваем свае праблемы ці нездольнасць адказаць на нейкія пытанні, а затрымацца на час і звярнуцца да галоўнага. Мы запрашаем вас у прастору мыслення тут і зараз. Мы пачынаем сезон цыклам адкрытых лекцый. Яны будуць адбывацца штотыдня, па серадах, у один і той же час, у 18:30, але, напевно, у розных месцах, тому мы вас запрашаем не толькі да мыслення супольнага, але да палявання на гэтае мысленне. Чаму гэтыя лекцыі, чаму мы назвалі так гэты цикл «Галоўнае пытанне»? Таму што, на наш погляд, мы апынаемся ці знаходзім сябе зараз у часе, які патрабуе ад нас не толькі ведаў ці хуткіх дзеянняў. Хоць звычайна нам так хочацца што-небудзь рабіць, таму што менавіта зараз штосьці сыходзіць. Мы апынаемся ў часе, які патрабуе адказаў на падставовыя пытанні. Мы апынуліся зараз у часе нейкай рэальнай і нерэальнай вайны, якая ідзе на нашай прасторы, амаль на нашай прасторы ці на нашай прасторы. Мы апынуліся ў часе і сітуацыі, калі нейкія такія ідэалы, уяўленне пра тое, як ўсё мае быць, куды нам трэба імкнуцца, ці то згубілі сваю каштоўнасць, ці то згубілі здольнасць прыцягваць нас. Мы апынаемся ў сітуацыі, калі мы не давяраем адзін аднаму і не разумеем, навошта мы адзін з адным. І гэтак далей. І даволі часта гэтыя пытанні, гэтая сітуацыя, яна не вымалёўваецца ў канкрэтнае пытанне. Мы нават не надта добра разумеем, дзе шукаць гэты адказ. Таму гэту цикл лекцый мы назвалі «Галоўнае пытанне» і прапанавалі розным інтэлектуалам, мыслярам, выкладчыкам Летучага універсітэта паспрабаваць разам з вами пашукаць адказы. Паспрабаваць прапанаваць сваю фармулёўку гэтага галоўнага пытання тут і цяпер і разам паспрабаваць патрапіць у мысленне. Вось сёння наша першая такая адкрытая лекцыя распачынае гэты цыкл Владимир Мацкевич, філосаф, метадолог, заснавальнік Летучага універсітэта, і ён будзе сёння шукаць адказ на пытанне пра тое, што, напэўна, цікавіць нас усіх пра будучыню, ці пра тое, як мы ўвогуле ў яе патрапляем. Я не ведаю, што будзе адбывацца і як мы будзем туды патрапляць, таму я перадаю яму слова, а пра паляванне на мысленне ў межах гэтага цыкла вы можаце знайсці такія вось слайдчыкі і сачыце за абвесткамі. А зараз, Владимир Мацкевич, у вас ёсць гадзіна. Ну, а далей пытанні, адказы, разважанні і так далей. Спасибо. Где-то недели 3 или 4 назад я достаточно хорошо представлял себе будущее 30 сентября. Я знал, что у меня будет лекция, знал примерно, время, когда она будет, место, тему. Знал, что я приду и открою этой лекции цикл лекций «Главный вопрос». То есть я будущее знал.
Но я не знал, что я приду сегодня на эту лекцию с похорон своего друга, коллеги, оппонента Владимира Леонидовича Абушенко, наверное, одного из последних в современной Беларуси, в современном состоянии гуманитарных наук, социолога, интеллектуала, нормального социолога, который воздерживался от сервильности, воздерживался от услужливости, воспитал очень много учеников. Некоторые из них стали и моими учениками, и друзьями, и коллегами. И поэтому мое знание о будущем, о сегодняшнем, 2-3 недели назад было заведомо неполным. Как говорил Булгаков в своем романе, беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. И когда Иван Бездомный с Берлиозом, хихикая, говорили Воланду, что они знают свое ближайшее будущее, что они будут делать сегодня вечером, на это ехидный черт сказал, что Аннушка уже разлила масло. Мы не всегда можем представлять себе, кто, в каких местах, зачем и почему разливает масло, которое потом внесет коррективы в то, что мы можем себе представлять про будущее. И вот это не веселая нагода, это не веселый, как это по-русски, повод. В общем-то, очень хорошо иллюстрирует, как мне кажется, то, что я собираюсь сегодня вам рассказать, или точнее помыслить вместе с вами здесь и сейчас, время от времени отвлекаясь к доске, где я буду что-то рисовать. И, собственно, начало лекции. Итак, что мы можем знать о непредсказуемом, как мы можем это знать, что мы можем делать в этом непредсказуемом будущем сегодня. Итак, я уже из этой иллюстрации могу сразу выложить на доску несколько вещей, которые позволяют нам в той или иной степени знать наше будущее. У нас есть планы, которые мы строим и которые очень часто сбываются. То есть мы запланировали эту лекцию, я пришел и ее читаю, то есть то грядущее будущее, которое было запланировано, настало, и, как говорил Бродский в своем стихотворении, грядущее настало, и оно переносимо. Переносимо, несмотря на все превходящие обстоятельства. У нас есть проекты, в которых мы так или иначе рисуем себе будущее, и потом в деятельности мы реализуем эти проекты, и там, где ничего не было, что-то возникает. Не было летучего университета, мы придумали этот проект, и он в той или иной степени реализовался. Не было какого-то дома, был пустырь, через какое-то время там встает дом,
наступает настоящее уже с этим сооружением, с этим зданием, но когда-то оно было в будущем то есть запроектировано как будущее. У нас есть программы. И вот все эти вещи, планы, проекты, программы, так или иначе, есть способ заглядывать в будущее, и очень часто, как показывает человеческая практика, эти вещи реализуются. Может быть, с отклонениями, может быть, не так, как полностью это было задумано и так далее, но тем не менее. Однако планы касаются человеческой деятельности, того, что люди могут делать, и реализация этих планов, программ, проектов упирается в природную реальность, где действуют причины, законы природы, которые позволяют нам так или иначе экстраполировать то, что мы видим в прошлом, в настоящем, экстраполировать на будущее и утверждать, что если не случится каких-то непредвиденных обстоятельств, не случится каких-то вмешательств в процессы, которые мы отмониторили, то за счет экстраполяции мы тоже можем представлять себе будущее. Экстраполяция, то есть продолжение того, что мы наблюдаем в прошлом и в настоящем, продолжение на будущее, достаточно точно позволяет какие-то вещи предсказывать. Простейшая экстраполяция, известная всем людям, связанная, например, с предсказаниями погоды, мы достаточно точно можем знать, что температура в июле будет градусов на 20-25 выше, чем в январе, и это знание, как правило, нас не подводит в том или ином диапазоне температурном. Но в то же время, если бы мы могли знать все причины, если бы мы открыли уже все законы природы, то, наверное, мы бы могли гораздо точнее заглядывать в будущее с помощью экстраполяции, так как об этом мечтали, например, ученые, механицисты XVIII века, и все знают вот эту вот знаменитую лапласовскую формулу, что если знать движение всех частиц пылевых, все причины, которые действуют и так далее, то будущее, в общем, является достаточно жестко детерминированным, а значит предсказуемым и понятным. Но ограничение нашего знания, связанное с тем, что мы познаем, и каждое новое открытие, каждый шаг познания открывает бездну неизвестного. Как рисовал когда-то Пузанский область знания о природе или о том, с чем мы имеем дело. Есть то, что мы знаем, и есть то, что мы не знаем, лежащее за пределами этого круга. И чем дальше мы расширяем наше знание, тем длиннее, больше становится граница с тем, что мы не знаем, чего мы не знаем. Поэтому познание оказывается бесконечным, а не заканчиваемым, поэтому даже современные естествоиспытатели, люди, работающие с концептом, с идеей, предметом природа, понимают, что достичь полноты знания просто невозможно. Поэтому экстраполяция, знание объективных законов,
ограничены вот этой вот способностью к познанию. Но тем не менее, это, с одной стороны, тоже позволяет нам что-то знать о будущем, а с другой стороны, ограничивает то, что мы, те методы или способы познания будущего, которые есть в нашей человеческой деятельности. То есть объективные законы вмешиваются в наши планы, программы и проекты, и в результате, как правило, все, что мы задумали на будущее, сбывается, реализуется не совсем так, как мы это задумывали. Кроме того, что мы знаем о природе, не только о деятельности, о природе, мы еще имеем целый ряд способов, которые так или иначе имеют отношение к познанию будущего. Это скорее относится уже к тому нерациональному пласту человеческого существования, которое достаточно разнообразно, и туда можно поместить мечты. Мы мечтаем, в мечтах мы так или иначе рисуем себе будущее, но мечты, естественно, отличаются от планов и проектов иным способом проработки будущего. Мечтаем мы, как правило, о хорошем в будущем, тогда как требования к проектам, планам и программам скорее предполагают реалистичность, а не только хорошее. Но если мы связываем мечты с хорошим в будущем, то, наверное, нужно сюда же, в этот ряд, поставить фобии или страхи будущего, потому что так или иначе в будущем, ну вот как скажем, с того, с чего я начал, с той коррекции, которую в мир внес в мои сегодняшние планы, да, со смерти моего друга. Но в конце концов смерть могла настичь и меня, и все мы знаем очень точно и почти абсолютно, что все умрем, и значит, и будущее себе представляем очень ясно в этом плане, да? Ну, правда, не очень знаем, когда. Но, тем не менее, это знание порождает в нас страх перед будущим, потому что мы представляем себе, что в будущем может происходить не только хорошее, но и что-то плохое, и этого плохого мы боимся. Соответственно, это индивидуальные обывательские способы заглядывания в будущее, мечты и фобии могут быть так или иначе искусственно оформлены. И оформляются они в утопии, то есть мечты так или иначе обработаны художественно, вербально, невербально, но тем не менее им придается некая форма, они становятся публичными, общим достоянием. И вот такого рода мечты каких-то людей, ставшие общим достоянием, мы можем называть утопиями. Ну и наряду с утопиями существуют и антиутопии. То есть художественное, рациональное отчасти оформление фобий, страшного будущего. И утопии и антиутопии оказывают очень большое воздействие уже на наши планы, проекты и программы. И очень многие планы, проекты и программы строятся либо для того, чтобы приблизить осуществление утопии, реализовать какую-то мечту, либо в режиме там ресентимента избежать каких-то неприятностей, описанных в антиутопиях, и попробовать минимизировать то зло, те беды, которые антиутопиями нам явлены публично. Кроме того, в этот же ряд я бы поставил еще целый ряд таких вещей, как, скажем, разного рода оракулы, предсказатели,
те способы заглядывать в будущее, к которым прибегают люди, не имеющие рациональных, деятельностных ориентиров в этом мире и при огромном желании все-таки знать, что будет, обращаются поэтому к тем способам, которые издревле в человечестве культивировались, исходя из разного рода мифологических или еще каких-то представлений об устройстве нашего мира. Мифологических, скажем, на которых построены такие способы предсказания, как астрология или гадание разного рода, или еще что-то, которые представляли мир очень редуцированно, скажем, как смену повторяющихся там ситуаций, циклический мир, или как это было в марксистской попытке применить познание законов природы к человеческому обществу, когда исследование прошлого принималось за познание законов развития человеческого общества, смена разного рода ситуаций в истории обобщалась, выводился некий закон, закон, например, классовой борьбы, единства борьбы противоположностей и так далее, на основе которого смена предшествующих состояний общества описывалась как законосообразная, закономерная. И предполагалось, что законы, которые мы приписываем природе, действующие объективно, действуют точно так же в мире человеческих отношений, человеческой деятельности, и поэтому состояние общества можно предсказывать. Предсказывать, потому что, опять же, тогда пришлось применять некую онтологическую процедуру, онтологическую операцию, чтобы общество уподобить природе. Поэтому у диалектиков XIX века было представление о том, что общество развивается не циклично, как это представляли себе части Платона, части восточные учения, но почти циклично, то есть по спирали. Якобы мы имеем какие-то приращения, но, тем не менее, развиваясь, общество проходит одни и те же примерно стадии, как это осуществляется в природе при смене времен года, как это осуществляется в жизни разных людей, жизнь которых подобна тем, что она продолжается от рождения до смерти и проходит там соответствующие закономерные стадии: детство, взросление, взрослость, старость, умирание и так далее. И вот это представление о том, что мы можем вывести законы для человеческого общества по аналогии с законами природы, привело Маркса к иллюзии, что он открыл объективные законы, действующие в обществе, и на основании этих законов может предсказывать смену формаций. То есть он может объяснять смену общественно-политических, общественно-экономических формаций в прошлом, и, удовлетворившись этим объяснением, говорит: а теперь продолжим это на будущее и скажем: конечно, капитализм, который наступил в Европе при жизни Маркса, вполне закономерно когда-нибудь кончится, и ему на смену придет предсказанная Марксом коммунистическая формация. Но Маркс был не глупым человеком, поэтому, поразмышляв над этими вещами, он пришел к выводу о том, что все-таки коммунизм наступит не сам по себе, а он должен быть запланирован. То есть он сместил в своем подходе к будущему, сместил то, что было им получено, как объяснение жизни общества, уподобленного природе, на то, что мы делаем, как вторую природу, то есть технически, искусственно создаем то, чего не было. И он заявляет о том, что если феодализм сменился капитализмом в результате действия объективных законов общества, то коммунизм таким образом сам по себе не наступит. Коммунизм должен быть построен по определенному проекту. Соответственно, Маркс
создает этот проект, затем выбрасывает его в публичное пространство, увлекает этим проектом большие массы пролетариев. Эти пролетарии сносят, разрушают старый мир и должны будут построить новый. Ну, почти примерно так же, как мы строим дома на пустыре или создаем на пустом месте летучий университет или что-то такое. То есть половина знания Маркса была взята из той части, которую я вот здесь посередке нарисовал, которая относится к природе, а вот вторая половина, завершение этой части, взято из совершенно другой онтологии, из совершенно другого представления о мире, в котором законы уже не действуют вот так объективно, как они действуют в природе. И вот эта вот непоследовательность Маркса привела к тому, что потом на протяжении нескольких поколений марксистов пришлось пересматривать и сам марксовский подход, что называлось несколько раз разного рода ревизионизмами, оппортунизмами и так далее. Ну и когда, наконец, большевики в Советском Союзе стали сознательно строить то, что Маркс предсказал как закономерное будущее, то, что в результате получилось, было не похоже ни на то, о чем мечтал Маркс, ни на то, что декларировали сами большевики. Отсюда уже современная, более современная, чем марксистская философия в лице Карла Поппера, критикует такого рода подход, такого рода смещение скажем, знаний, представлений, полученных в одной онтологии на другую онтологию. И Поппер называет вот такой вот заход, такое представление историцизмом. И историцизм как таковой отвергает на том основании, что общество, искусственно сделанное людьми, при постулировании или потом обнаружении, наличии свободы воли развивается не законосообразно и закономерно, как это происходит в природе, но целесообразно и намеренно. Когда ученые и философы, занимающиеся наукой, позитивизмом, методом научным и так далее, говорили о том, что природа изощрена, но не злонамеренно, они как раз имели в виду, что общество, человеческая деятельность, в отличие от природы, именно злонамеренно, или пусть даже добронамеренно, но она все-таки намерена. Намерена, и что означает вот эта вот намеренность? Намеренность означает совершенно иной тип детерминации, в котором, я сначала тогда природный тип детерминации, возможности заглядывать в будущее в природе, или если мы рассматриваем мир как природу, устанавливают очень жесткое соответствие между следствиями или тем, что наступает сегодня, наступит завтра и так далее, и причинами. Действующая причина, если брать ее изолированно, то она совершенно абсолютно приводит к некоторым следствиям. Если брать причины не изолированно, а в комплексе с рядом других причин и так далее, тем не менее они позволяют хотя бы частично предсказывать те следствия, которые наступают. И вот такой вот каузальный или причинный детерминизм и лежит в основании того, что как мы видим, оперцептируем, предсказываем будущее на основании онтологии природы. Совсем другая форма детерминизма действует в человеческом обществе. В
В человеческом обществе то, что происходит, очень часто происходит не потому, что является следствием действующих причин, а потому, что мы этого хотим. Потому что у нас есть некие намерения и цели. Цели для человека – это то, что лежит в будущем. То, что еще не наступило, но то, что необходимо достичь. Даже когда мы стреляем из лука, целимся в цель или имеем мету в будущем какую-то, да, куда повинны поцелить. Тем не менее, даже вот эти короткие промежутки между настоящим и будущим, равные полету стрелы, тем не менее, это как бы детерминация будущим. Мы выпускаем стрелу не в Божий свет, как в копеечку, то есть на все 360 градусов уже в таком объемном виде, да? Но мы выделяем некую точку и стрелу направляем именно туда, где она должна быть, а не туда, куда она попадет, как в этой сказке, когда там царские дети стреляли неизвестно куда, и их стрелы попадали к их будущим невестам. И вот этот вот способ детерминации вообще порождает совершенно другие требования к тому, как должна быть организована человеческая деятельность, человеческое мышление для того, чтобы заглядывать в будущее. То, что касается способов иррациональных, так скажем, или не очень рациональных, но оформляемых в рационализированных формах, то там вообще детерминация некая другая. Либо там вообще не задумываются о детерминации, либо эта детерминация срабатывает, или объясняется примерно так, как пытался Курт Воннегут в целой серии своих фантастических романов описать устройство мира. Это устройство мира Воннегут заимствует из древней мусульманской, исламской философии, которая взяла у греков идею атома, но идею атома переосмыслила из вещественно-материального атома, как мельчайшей частицы вещества, переосмыслила в темпоральных категориях. Мусульманские философы первого тысячелетия уже нашей эры мыслили временные атомы. Если в вульгаризованном, таком предельно упрощенном виде, это выглядело таким образом. Тот момент, в котором мы сейчас живем, это момент моментального, единомоментного сотворения Аллахом нашего мира. Поэтому, когда мы видим изменение или движение, которое ставило в тупик софистов, схоластов античного мира и заставляло их через свои апории или еще какие-то вещи отрицать движение как таковое. Например, если мы имеем движение какого-то предмета, то в процессе этого движения предмет должен как бы удваиваться, то есть одновременно находиться и там, где он находится, и не там, в каком-то другом месте, куда он передвигается. Чтобы снять это противоречие, софистическое противоречие древних греков, вот эти мусульманские мыслители первого тысячелетия нашей эры, придумав временные атомы, говорили, что Аллах непрерывно, перманентно воссоздает мир. И каждый раз, когда мы фиксируем какой-то момент, это момент не перешедшего в настоящее прошлое, а это момент сотворенного мира, только что сейчас для нас сотворенного мира Аллахом. И каждый момент времени – это момент, включающий в себя сотворение и уничтожение мира. Да, то, что этот мир, который Аллах создает в каждый последующий момент, похож
на прошлый мир, ну, это только потому, что он меняет не все в своем замысле и проекте этого мира, а только некоторые вещи. Ну, например, в прошлом мире, уничтоженном уже Аллахом, этот микрофон лежал в одном месте, фломастер был в этой руке, а вот в только что сотворенном мире этот фломастер, он переместился в другую руку, или он был сотворен уже в этой руке, ну и, соответственно, микрофон был сотворен не там, где он лежал раньше, а здесь и сейчас. Вот такая вот забавная картина мира может лежать в основании там, разного рода астрологических и прочих форм, способов прогнозирования будущего. Когда-то методологи, методологи СМД подхода задумались о прогностической силе тех схем, форм описания мира, которые были наработаны ими за несколько десятилетий, были, ну, скажем так, потрясены, удивлены одной короткой беседой содержанием одной короткой беседы между Георгием Петровичем Щедровицким и Владимиром Лефевром, его юным, но постоянным и упорным оппонентом. Рассказывают это примерно следующим образом. Однажды юный Лефевр приходит к учителю с очень умным выражением лица и преисполненной некой там ответственностью, как будто бы он только что открыл там закон всемирного тяготения или Архимеда там, или еще что-нибудь такое. Георгий Петрович, видя молодого человека в таком состоянии, сажает его на стул, протягивает ему чашку кофе и ну и что? И тот говорит: я понял, в мире деятельности прогнозы невозможны. И вот это вот выражение, фраза о том, что в мире деятельности прогнозы невозможны, означает, или если ее разворачивать, означает соотношение между способами заглядывания в будущее в деятельностной картине мира и природной картине мира. Или в двух способах, наличествующих в этом мире, двух способов детерминации. Каузальной детерминации, где вследствие действующих причин следствия наступают вполне определенные, те, которые как бы описываются объективными законами, и деятельность людей, которая приводит к достижению неких целей, которых никогда не было в прошлом, но которые так или иначе на основе познанных законов природы мы можем достигать и тем самым помещать в будущее. Но эти две формы детерминации и эти две формы картины мира как бы мешают друг другу. Мешают, и тем самым то, что будет, то, что наступает в будущем, является, ну, если хотите, результатом игры и взаимодействия этих двух природ, этих двух миров. Соответственно, когда мы переходим к обсуждению уже того, а каким образом мы можем заглядывать в будущее, мы должны с самого начала понимать следующее, что в отличие от разных форм прогнозирования, гадания, там, не знаю, на кофейной лягушке или по расположению планет, которые, в общем, ходят по закономерным вполне орбитам, поэтому не вносят никакой новизны в этот мир, да? Где существует неопределенная картина мира или ее вообще нет, этой картины мира. Когда мы работаем в деятельностном мире с попытками предсказывать будущее, заглядывать в будущее, мы должны иметь в виду не онтологию природы, в основании которой лежит убежденность, что мир, весь мир – это природа,
ничего, кроме природы, нет и быть не может. В науке нет Творца, который создал бы эту природу. И у природы нет целей каких-то. И природа в этом смысле не сотворена и не исчезает никуда. Мы должны иметь в виду взаимодействие природы первой и природы второй. Природа 2. К природе, второй природе, то, что к чему мы причисляем или относим технику, социальные отношения, социальные явления, гуманитарные проявления и так далее, то, что является не законосообразным и детерминированным каузально, но является целесообразным и в этом смысле по-иному организованным. И тогда мы, имея разные разнонаправленные детерминации в разных природах, понимаем то, что происходит, или то, что будет в будущем, как результат взаимодействия, борьбы и противоречий между этими двумя природами. А как только это результат борьбы, игры или взаимодействия, он становится малопредсказуемым. Ну, это как в спорте. Когда в спорте выходят на поле две команды, то как бы вы ни предсказывали, на основании предшествующих игр, на основании там огромных графиков многолетних встреч этих команд и так далее, каждый раз, если это спорт, а не запрограммированная, коррумпированная деятельность на базе спорта, мы всякий раз с нетерпением ожидаем окончания игры, чтобы узнать результат, и до конца игры сохраняется вот эта интрига. Что будет, какой счет, кто выиграет, это не предсказуемая вещь, а результат вот этих вот взаимодействий двух команд. И в любой игре точно так же. Если мы начали рассматривать игру как взаимодействие двух разных природ, и в этом смысле от их взаимодействия, от их наложения друг на друга, влияния друг на друга получается непредсказуемый результат, ну, вот мне кажется, что эта мысль вообще требовала бы такого медленного разворачивания. Да? Ну вот попробуйте на простых вещах. Скажем, смешать две краски. Смешать две краски, ну что может быть проще, да? Смешали две краски. Но как только вы начинаете смешивать эти краски, скажем, каждый раз, вот вам надо покрасить квадратик, вы смешиваете там, скажем, красную и зеленую краску, или там желтую и синюю, да? Вы получаете один цвет. Не хватило смешанной краски, вы решили выкрасить еще один квадрат, берете те же краски, вы получите другой оттенок. Почти всегда. Там любители, не знаю, самогона, да? Смешивая ингредиенты, каждый раз радуются новому вкусовому ощущению, которое появляется в результате смешения одних и тех же продуктов. Да? Искусство кулинарии на этом и строится, что как бы вы не подробно описали рецепт, то, что получается в результате действия, взаимодействия там разных субстанций, всякий раз имеет совершенно другой какой-то оттенок, вкус и так далее. Но это, вот, несмотря на то, что это требовало бы, наверное, большого длинного разворачивания, я сейчас не буду этим заниматься, тем более, что времени мне отведено не так много, я должен переходить к главному. Итак, и тут я сделаю небольшое отступление. Отступление, связанное с моим, ну, скажем так, социальным бытием здесь и сейчас, в Беларуси, в наше время, когда я нахожусь в постоянных спорах и полемике с интеллектуалами, политиками, обывателями, с кем угодно. То есть вся моя жизнь протекает в этих спорах. И один из главных аспектов этих споров состоит
в том, что мы очень по-разному относимся к будущему. Ну вот возьмем сегодняшние выборы. Я спорю с теми, кто идет на эти выборы. Я спорю с теми, кто изображает бойкот этих выборов и так далее. И когда я начинаю об этом спорить, то и политики, и аналитики, и интеллектуалы, и простые обыватели, избиратели, которые не интересуются политикой, но возбуждаются, когда, например, объявляются выборы. Надо же реализовать свое право или свою гражданскую обязанность, проголосовать и так далее, и так далее. Меня пытаются убедить в том, что а вдруг на этих выборах что-то произойдет такого, чего мы не ожидаем. А вдруг 1 миллион людей выйдет на площадь, говорит мне один аналитик. Тогда, что мы будем делать? Ни хрена мы не будем делать, потому что это относится к утопиям и фантазиям. Да? А я фантазии и утопии не измышляю. Он говорит, а как ты можешь знать, что будет? Я говорю, ну запросто. Отлично. Выходит другой человек и говорит, а вот если Татьяна Короткевич получит 25 или 26% голосов, а Лукашенко 48%. Придется второй тур объявлять. Я говорю, опять фантазии. Опять фантазии, но эти фантазии основаны на другом анализе. То есть если 1 миллион на площади, как мечтают одни, невозможно представить себе 12-11 октября по причинам закономерного развития событий. В этом смысле это можно просто просчитать, экстраполировать. В этом смысле научные методы, в том числе научные методы социологии, работают, не абсолютно, но достаточно железно. На площадь выйдет столько, сколько может выйти в результате наблюдения за многолетней уличной активностью, за которой наблюдают Институт «Политичная сфера», ЦЭТ и другие. Да? Мы, конечно, в определенном диапазоне, но тем не менее можем это достаточно точно определять. С той точностью, которая, в общем, необходима и достаточна для политики. В то же время, сколько голосов получит Короткевич, таким образом не вычисляется. Это абсолютно незакономерный результат. Это результат злонамеренного отношения, причем злонамеренного отношения не одного человека, Лидии Ермошиной, например. Это было бы очень просто и наивно. Это результат злонамеренного действия очень многих людей, при этом накладывающихся всех этих злонамеренных действий друг на друга, и в результате получается там совершенно другая картинка, но она точно не будет такой, которая необходима для совершения второго тура. Поэтому гипотез такого типа, утопического, мечтательного или фобийного порядка мы изобретать не будем, но на основании чего я сам могу что-то утверждать про это будущее. А я могу это утверждать на основании анализа игр. То есть, что означает анализ игр? Опять же, я буду рисовать достаточно упрощенные вещи в силу просто специфики жанра, цейтнота и так далее. Мы имеем некий, условно говоря, плацдарм, театр, доску, на которой действуют люди разные. Избиратель, который пришел забросить в урну свой бюллетень, политик, который пытается внушить избирателю, какой именно бюллетень он должен бросить и в какую урну или не бросать вообще. Там люди, которые зарабатывают деньги на анализе, освещении того, как политик внушает избирателю, что он должен сделать, и так далее. Все мы так или иначе включены вот в этот процесс социального театра, социального взаимодействия, где мы что-то друг другу говорим, дергаем за лацканы пиджака, останавливая или поощряя что-то делать и так далее. Рассмотрим теперь тех, кто действует на этом плацдарме, как изолированных, самостоятельных,
и ответственных игроков. То есть эти игроки не просто сами погружены в вот этот вот котел социального взаимодействия, или если бы мы рассматривали войну, то говорили бы о театре военных действий, где действуют армии, лазутчики, партизаны, мирное население там и так далее. А пытаются управлять некими целевыми там, или еще какими-нибудь группами. И вот эти вот игроки, анализируя то, что происходит на плацдарме, собирая информацию, знания, получают некую картину. Картину этого театра или плацдарма. Назовем это полифевровский плацдармом. Можно называть сценой, можно как угодно. И вот они получают эту картину плацдарма, анализируют ее с точки зрения действующих там причин, законов, которым она подчиняется, ну, целей, которые преследуют они сами или другие игроки и так далее. И другой игрок, имеющий другие цели, имеющий другие средства анализа, ну или просто рассматривающий тот же самый плацдарм немножко с другого ракурса, получают другую картину. Другую картину того же самого объективно существующего плацдарма. Вот как вы думаете, когда эти два игрока принимают решение, то есть они становятся не просто аналитиками или наблюдателями за плацдармом, но становятся лицами, принимающими решения. На основе чего они принимают решения? На основе того, что происходит на плацдарме, или на основе того, как этот плацдарм отражается у них, как их картина плацдарма, картина мира. Ну, понятно, что они принимают решения на основании того, как они видят этот плацдарм. Да? Тогда, если я хочу предсказать действия, ну, хотя бы одного из игроков в этой социально-политической или культурно-экономической ситуации, чем я должен интересоваться? Тем, что происходит там, или тем, как отображается плацдарм на картине конкретного игрока? А почему? Ну, конечно, но если я хочу понять реальные действия, а не заморочки и глупости картины мира или картины плацдарма у какого-то игрока, почему я должен интересоваться его картиной мира, а не реальным положением дел? Вот, знаете, как меня мои оппоненты иногда отправляют на проходную тракторного завода. Они говорят: ты кабинетный там философ, жизни не знаешь, сходи на проходную тракторного завода, как мы это делаем, как бы, да, познай жизнь, вот тогда с тобой можно будет разговаривать. Я говорю: пошли вы. Тоже мне, что я не видел на проходной тракторного завода, если я все вижу в том, как вы описываете, что происходит на проходной тракторного завода? Почему я не должен туда идти? А потому что, если я туда пойду, я ничем не буду отличаться от этих двоих. Они ходили, они получают информацию о том, что там происходит, но действуют они в соответствии с полученной информацией, с тем, как они нарисовали это у себя в картине мира. И тогда меня больше привлекает их картина мира, чем то, что происходит там. Потому что если я начну анализировать то, что происходит там, да, я получу третью картину, у меня будет такая же, как у них. Да? И мало того, что я не смогу разобраться, что будет в будущем, если я начну сравнивать ту игру, которую ведет каждый из них на этом плацдарме.
так я попаду в них же, как бы, и в этом смысле я буду еще одним элементом флуктуаций в ситуации, еще одним непредсказуемым деятелем, который будет вести к тому, что неизвестно, что получится. Понятно, да? А так, ну вот как Лефевр это описывает, да? Скажем, возьмем даже не всю войну, да, которую ведут там военачальники-полководцы, а маленький фрагментик этой войны, да, какой-то батальон немцев против батальона советских там воюет. Да? И каждый из командиров, который возглавляет этот батальон, хотел бы победить. Хотел бы победить, но победить можно только зная, где находятся, там, скажем, огневые точки противника, когда он начнет наступление или наоборот, там, и так далее. Да? Хорошо бы это все знать. Но как это знать? Можно пролететь на самолете, сфотографировать место расположения этого батальона, или залезть на дерево, или послать разведчиков, взять языка, который расскажет об этом, обо всем. Это все хорошо. Я это буду знать. Но я не буду знать, какие решения будет принимать командир противника на основе того, что я знаю про то, как расположены его части, мои части там на этом месте. А вот если я выкраду планшет командира противника, на котором изображены, кроме того, что я знаю, наблюдая за местностью, где находятся его боевые точки, сколько у него солдат и так далее, на планшете изображены стрелочками там, или еще какими-нибудь вещами, да, его планы. Теперь я знаю то, что есть на земле, в реальности, в окопах, и я знаю планы, по которым собирается действовать противник. И тогда я уже вооружен гораздо больше, чем если бы я знал только то, что находится вот в реальном плацдарме. Я теперь могу анализировать и это, и планы, да, и уже в этом смысле могу предпринимать какие-то действия. Но для победы и этого мало. Для победы мало этого, потому что я должен еще включить рефлексию, и сказать, ага, если я теперь напротив огневой точки противника поставлю своих солдат, то этот противник их может расстрелять. Если я запущу их там с тылу, он может ожидать, что я их запущу с тылу, и тоже как бы я проиграю и так далее. Как бы мне сделать так, чтобы действия противника были направлены не на то, что я буду делать, а куда-то в другое место, а то, что буду делать я, будет для него а. неизвестным, б. неожиданным, и с. приведет меня к успеху. И тогда я должен сам изобразить свой план на своей картине, на своем планшете, и перерисовать со своего планшета некие нужные мне вещи на планшет противника. Что значит? Это как бы вот в военных фильмах или там в рассказах это называется дезинформацией противника. Да? То есть мало того, что я узнаю, что он знает, я еще и вкладываю в его знание то знание, которое мне необходимо, и которое уже никак не соответствует тому, что есть в реальности. И тогда, значит, чтобы это было возможно, я должен пристроить к своей картине происходящего на театре военных действий или на плацдарме там, бизнес-конкуренции или на театре разворачивающегося политического шоу. Я должен помимо своей картины разворачивающихся событий иметь картину противника, то есть снять все, что есть у противника. И кроме того, я должен иметь рефлексивную картину, с помощью которой я смогу наполнить картину противника нужной мне информацией. Понятно ли то, что я рассказываю? Да? Я сейчас рассказываю про простейшую рефлексивную процедуру. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Да?
То есть, когда мы действуем в социальном мире, мы действуем, исходя из знания того, что делают наши визави. Это могут быть противники, как на войне, это могут быть противники, как в политике, это могут быть конкуренты, как в бизнесе, это могут быть партнеры, с которыми мы не всегда можем оговорить все детали наших действий. Можем не оговорить, но мы всегда предполагаем и каким-то образом себе описываем. Когда мы идем на свидание и обнаруживаем, что наш визави опаздывает на 10-15 минут, мы начинаем всматриваться. Но куда всматриваться? Мы не на Луну, не на звезды, не астрология. Да? Мы примерно всматриваемся туда, в ту точку пространства, или в тот сегмент пространства, откуда можем ожидать, что он придет. Ну а дальше, чтобы ожидать правильно, мы должны знать расписание дня того, кого приглашаем на свидание, да? Где обычно в это время он проводит время, на работе, дома, или приходит к нам на свидание с другого свидания, например, ну и так далее. И вот эти все построения, да? Я оглянулся посмотреть, что не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся и я, да? И заложены в основании вот этих вот рефлексивных игр. Рефлексивных игр, с помощью которых мы можем, ну скажем так, предсказывать, куда, когда, зачем придет, попадет, окажется тот человек, который нам по тем или иным причинам интересен. То же самое относится не к одному человеку, а к целым группам людей. Что они будут делать, если мы знаем, первое знание – плацдарм. Если мы знаем, второе знание, как этот плацдарм нарисован, отображен в сознании или в картине мира того, кто нам важен и интересен, и при этом мы еще на шаг впереди его в рефлексивном отношении, мы можем, соответственно, не оговорив все, с большой вероятностью предсказывать, что будет. Встретимся или не встретимся, сможем договориться или не сможем договориться. И каждый из нас, в принципе, наверное, найдет в своей жизни массу таких вещей, когда вы, совершая сложное социальное действие, достаточно хорошо знаете. Вот удастся вам эта торговая сделка или не удастся? Сможете вы заключить контракт с этой фирмой или не сможете? И так далее, и так далее. Случится у вас на свидании то, что вы задумали, или не случится, и прочее. И вот для простейших социальных, политических, гуманитарных действий и ситуаций вот такого рода рефлексивного отображения взаимодействия двух, иногда более достаточно на плацдарме достаточно в смысле того, что мы, скажем, под достаточностью понимаем победу или поражение. Победа или поражение в данном случае достигается или обеспечивается вот такого рода играми. Но все на самом деле еще хуже. Все на самом деле еще хуже, потому что не зря Лефевр, который примерно такую картинку описывал, он назвал эту книгу, где он это описал, конфликтующими структурами. При этом оговаривался, что в такого рода играх описываются не только конфликты, но и сотрудничество. Да? В этом смысле партнерство, взаимодействие мы тоже можем описать в таких же вещах. И вот таким типичным примером этого он приводит следующее. Представим себе, что вы, это же были 70-е годы, да? Интернета и мобильников еще не было. Представим себе, что вы оказываетесь на несколько часов в Париже и знаете, вы здесь, да, и вы знаете, что ваш партнер, товарищ, друг, узнал, что вы в эти часы находитесь в Париже. Но у вас нет его телефона, у него нет вашего телефона и так далее. Вы знаете, что он знает, что вы в Париже, и он знает, что вы приехали в Париж и хотели бы с ним встретиться, и вы знаете, что он тоже хотел бы с вами встретиться. Ваши действия. Париж,
чуть больше Минска. Но даже если бы это был Минск, наверное, за эти несколько часов вы не обежите весь Минск, не обойдете все квартиры, чтобы найти нужного вам человека. Вам нужно при наличии такого знания выдвинуться друг другу навстречу. Выдвинуться друг другу навстречу, если вы предполагаете взаимное желание, да, чтобы попасть в нужное время, в нужное место, где вы можете встретиться. И тут начинается рассуждение. Ага, вот я живу там, не знаю, в каком-нибудь отдаленном районе Парижа, который и на картах-то там в Минске не всегда отображается. Но зато все в Минске знают про Елисейские поля, Эйфелеву башню, там, Нотр-Дам там, и так далее. Значит, чтобы мы встретились, мы должны знать, что мой там, товарищ, партнер знает про эти места, и надо перебрать среди этих мест. Оказаться в этих местах, в одном из этих мест, причем нужно выбрать самое вероятное. Если вы придете, например, на Елисейские поля, при всех небольших размерах этих самых полей, тем не менее, там, в общем, можно и не встретить. Даже если вы окажетесь там, можно не заметить друг друга. То же самое в Лувре, то же самое еще где-нибудь. Где можно встретиться и где есть пятачок, где вы точно не промахнетесь. И вы, это самое, Мулен Руж еще по расписанию работает. Да. Значит, и вы как-нибудь так вот вычисляете, там, например, смотровую площадку Эйфелевой башни. Ну а дальше, ладно, выбрали место, теперь надо время определить. Да, когда? Но если вы знаете, что он тоже ищет встречу, и значит рассуждает примерно таким же образом, говорите, надо какое-то круглое время найти, да, удобное там и так далее. И вы выбираете там 8 часов вечера после войны на смотровой площадке Эйфелевой башни. Конечно, если всю эту работу проделать, то вы наверняка встретитесь. Если не проделывать, то, как это, я у аптеки, я в кино искал вас, ну и так далее. Да? Так и получается. Так вот, если мы сосредотачиваем свое внимание только на такого рода простейших результатах социального взаимодействия, как победа и поражение, или выигрыш или проигрыш, вот такого рода схем достаточно. Но, да, оканчиваю. Нам недостаточно этого для более сложных каких-то результатов, когда мы не просто выигрываем или проигрываем в социальном взаимодействии, но когда нам надо вместе что-то построить. Ну, например, летучий университет, консолидировать оппозицию, создать и распространить в обществе национальную идею там, и так далее. Это все не под силу одному человеку. Это все не под силу двум там, и так далее. Нужно, чтобы как бы совместные усилия этих людей действовали в одном направлении и какими-то способами синхронизировались. Даже при наличии взаимного интереса и стремления к сотрудничеству и так далее, мы можем двигаться друг к другу, навстречу друг другу по параллельным путям, параллельным дорожкам, а параллельные дорожки и пути, как известно, не пересекаются. То есть мы так и не встретимся. Как бы, да? Поэтому нужна особого рода такая вещь, которую Ким Хадеев называл навстречностью. Навстречность, которая не просто позволяет рефлексивно вычислять картину мира другого и на основании соотнесения этой картины мира с плацдармом как-то действовать. Да? Тут необходимы еще какие-то ценностные и рациональные ориентации и иррациональные вещи. И тут, возвращаясь к первой схеме. В самом первом виде игрой я обозначил взаимодействие двух природ, двух миров и будущее как контаминация или как результат этого взаимодействия. Следующая игра описана как противоборство или сотрудничество двух игроков, будь то в шахматах, в футболе или в политике и так далее.
Сейчас, когда я говорю о навстречности, о очень сложных играх, которые предполагают не просто выигрыш, проигрыш, но определенную реализацию сложных замыслов каких-то, да, нам приходится обращаться к следующим вещам. Вычисление, рефлексивное вычисление способов поведения другого оппонента, конкурента, противника или коллеги мы строим на рефлексивном анализе, на восстановлении картин реальности, которые есть у другого. А вот при достижении более сложных целей взаимодействия с другим, для обеспечения вот этой самой навстречности нам необходимо задать еще и ценностное единство. Здесь вот это рефлексивное превосходство или то, что нужно для рефлексивных игр, быть всегда на один рефлексивный шаг впереди другого. То есть я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Здесь вот нагораживать рефлексивные уровни вредно, потому что если вы проскочите еще на шаг вперед в рефлексивном, да, вы просто не обнаружите, обернулась ли она в тот момент, когда вы обернулись посмотреть. Она могла обернуться раньше, а у нее могло быть зеркальце там, и так далее. То есть вы не попадете, не синхронизируетесь во времени. Чтобы синхронизироваться и наладить взаимодействие, сотрудничество и солидарность, необходимо достижение не только рационального единства и опережения на рефлексивный шаг, но и разделение, если хотите, мечт, фобий, утопий и так далее. И вот то, что я сначала отнес к иррациональной части человеческих способов работы с будущим, оказывается полем сознательного и активного отношения людей с этим будущим работающих. Утопии, вот тот же Маркс, о котором я говорил, да, относился ко всем предшествующим попыткам описания социализма как к утопическим, и на этом основании их отвергал, потому что они построены без прочных оснований, картин мира, онтологических оснований, тогда как утопии нужны не для того, чтобы, скажем, предсказывать будущее, или на основании их видеть это будущее. Точно так же, как фобии, особенно антиутопии, нужны не для того, чтобы предсказывать то, что будет. Наоборот, чтобы то, что описано, никогда не достигалось. И значит, за счет вот такого рода работы мы можем синхронизировать или как-то соотносить между собой навстречность вот эту самую людей, которые нацелены на достижение более высоких результатов в игровом взаимодействии, нежели проигрыш или выигрыш. И тогда наука, естественные науки или гуманитарные науки, которые заняты изучением, исследованием человеческой деятельности, поведения, социальных явлений, взаимодействий и так далее, должны обязательно быть дополнены. Но вот здесь я не могу найти пока слова правильного, скажем так, художественным исследованием, если хотите, или искусством. Долгое время искусство и наука, или искусство и познание противоставлялись друг другу. Чем дальше развиваются гуманитарные науки, тем дальше они отходят от первоначальной мечты, которая заключалась в том, мечты ученых, мечты научного сообщества, с тем, чтобы уподобить или привести гуманитарные науки к тому состоянию, в котором находятся естественные науки, точные, развитые, с большой прогностической мощностью там, и так далее. Чем дальше развиваются гуманитарные науки, тем понятнее становится, что они не сводимы к естественным наукам, и тем больше становится понятным, что гуманитарные науки должны не столько заимствовать, они, в общем, очень много заимствуют из естественных наук, но если это работают хорошие, грамотные гуманитарные исследователи и ученые. Но гуманитарные науки не способны выйти, не уподобиться, а выйти на хороший прогностический уровень, который достигли естественные науки, без того, чтобы включить в свой состав
искусства, которому долгое время науки противопоставлялись. Не с тем, чтобы взять иррациональные основания искусства, креативность, творчество, там, вдохновение и так далее, да, а работать с, скажем так, с объектами и произведениями искусства целенаправленно для достижения вот этого самого единства, ценностного, целевого единства, которое обеспечивает навстречность. Если в рефлексивных играх нам достаточно представления о трансцендентальном единстве, о перцепции, то есть заглядывание в будущее, построенного на рациональных основаниях, то построение будущего, достижение желаемого будущего, избегание в будущем там, экологических катастроф, катаклизмов, войн и так далее, достижимо только тогда, когда мы еще обеспечиваем трансцендентальное единство ценностных составляющих, ценностных и, может быть, даже эмоциональных составляющих человеческого сознания и поведения. Опять же, меня часто упрекают в том, что я, в общем, в своих построениях не делаю революции, не говорю чего-то нового. Хуже того, я, наверное, признаюсь, что я, в общем, повторяю, другими словами, очень старые вещи. Очень старые вещи, и не думаю, что если бы я сейчас говорил об этом, о чем я вам рассказываю с Аристотелем, то он бы меня не понял. Потому что Аристотель 2500 лет назад, в общем-то, двигался примерно тем же самым путем. Другое дело, что он двигался им, не имея достижений естественных наук, не имея достижений современной техники, не имея тех гуманитарных знаний, которыми мы владеем, ну и соответствующего аппарата методологического, с помощью которого комплексировать все эти знания. Но он тоже понимал, что то, что достижимо средствами науки и рациональными средствами, не полно без достижения таких вещей, как экстаз, катарсис, ну или, говоря языком Кима Хадеева, готовности к навстречному движению и продуктивному, позитивному взаимодействию людей. И вот, собственно, все, что я делаю в составе Агентства гуманитарных технологий, ЦЕТА, Евробелоруссии и так далее, я комплексирую все вот эти знания. И это позволяет мне, уверенно смотреть в будущее, не бояться ни тепловой смерти Вселенной, ни глобального потепления и ни того, что Лукашенко будет править еще 30 лет. Для самореализации человека всегда можно выстроить определенное пространство и выстроить целый ряд защит от агрессивного окружающего мира. Единственное, что я могу предложить в этом плане, включаться навстречно в эту деятельность и распространять защитный купол не только на Летучий университет Агентства гуманитарных технологий, но на всю страну. Наша маленькая страна, хоть и не хрустальный сосуд, который некоторые норовят носить в руках, но, тем не менее, достаточный объект для того, чтобы мы посвятили ему свою заботу и внимание. Спасибо. Я думаю, что вам хочеться каву зараз. У нас є час і можливість на питання, і я скористаюсь можливістю і задам все ж. Коли ефективно ставиться до того, що ви зараз робили, то ви пропонували це питання про будущее гульневого відносина до будущего. Я головне питання, мені ти так само є питання, а що вимагає менавіта зараз? Ось так, ставить його і лічить, що це головне питання. Нічого не вимагає, он за все це головне. Ага. І ніколи не вирішає. Ну, вы следите. Я ж навык это позначу. Да? В человеческом свете то, что повинно быть, является подмурком того, что есть. Все, что мы робим, все, чего мы намагаемся, все, для чего мы
пакутуем, переживаем и так далее, это все с будущим играет. Не, мы можем поплакать на халтурах по сегодняшнему небожчику Владимиру Абушенко. Так? Это так само частка нашего христиан. А лишь очень чамусть. Мы не посыпаем попелом голову и не спаливаем себе разом с тем, кого мы любили, шановали и так далее. Мы идем сюда, на эту лекцию и так далее. Все, что робят люди, все, чего они намагаются, куда они рухаются, это все будущее. Тому головне питання. Головне питання, ці буде плен от того, что мы робим. Плен колен. Будущее. Си вырастут наши дети такими, какими мы хотели бы их бачить, си будут они счастливы, так как они хотят бачить себе в будущем и так далее. За что бы мы не брались, будущее это то, что вызначает наш сегодняшний день. Есть питание, разваги, суперечности. Саливас. Вы прекрасную лекцию прочитали, очень много информации. Ну, вы, в частности, говорили о Потере, о его, значит, антиисторицизме. Дело в том, что есть историзм, а есть историцизм. Историцизм – это, в сущности, механистическое предсказание будущего. А историзм базируется, прежде всего, на определенной системе объяснения того, как детерминируется история. Поппер вообще считал, что историю невозможно детерминировать. И противоречил сам себе. С одной стороны, он выступил с концепцией открытого общества, а с другой стороны, с концепцией социальной инженерии. То есть общество можно как-то регулировать, строить и так далее, опираясь на научные, так сказать, исследования. Вот это во-первых. Ну, Подождите, а что значит во-первых? Я же именно это и утверждаю, тем, что я говорил. Хорошо. Историю нельзя прогнозировать, история непредсказуема, но ее можно делать, создавать и знать, соответственно. Исходя из определенных прогнозов, проектов и так далее. Я в свое время написал книгу, которая, к сожалению, издана под чужой фамилией, вот, в Москве. Так вот, там эта книга по прогностике, как наука. Так вот, значит, на Западе сформулированы более 60 моделей научного прогнозирования будущего. Они часто, значит, употребляются для деятельности фирм, значит, политических компаний и так далее. Там очень развитый математический аппарат. Они учитывают с разных сторон. Они, значит, используют синтез разных прогнозов. Да. Вот. Это тоже очень важный момент. Хорошо, я вам развернул 61-ю. Да. Ну, спасибо вам большое. Я представлюся, меня зовут Олег Сахліменко, я дисидент, і я би хотів задати питання наступного кшталту. Ви сьогодні вельми шмат казали про те, що мало просто вимкнення до механічної діяльності, що треба рефлексію мати, хоч за то треба коштовність совпадіння мати, і ви казали тезис на зустрічності. Мені він подобається. Но я все-таки хотів би трошки опустити нас усіх сьогодні на землю і задати вам таке питання. Вот, що ви можете запропонувати сьогодні людям, які згодні з таким тезисом, як ви можете запропонувати їм долучатися до конкретної реалізації цієї зустрічності? Щоб вони не просто сиділи і думали, яка добра ідея, як чудово тримають під рамку Владимира Маскевича, а от думали, от будемо чимось вже конкретно займатися, що от тоді Маскевич пропонує. Я кажу, гэта досить гучно и за все. Да? Починайте нарешті учиться. И все. Бо, видите, вот, блин, як мені бісить та дурнота, яка присутнічає сьогодні у білоруських сродках масової інформації. Про книжки ангажовані там я вже не кажу. Да? А про то, чим живе масова свідомість.
невудство полное, неразумение того, что такое сегодняшняя гуманитаристика, гуманитарные науки, такие досить развитые уже. Не обов'язково ведать все 60, про які казав Кривицький, там, гэтых падыходаў да прагностыкі. Тым больш, што з іх 50 ні на што не прыдатны. Але ж астатнія, яны могуць прысутнічаць у Беларусі, а могуць не прысутнічаць. Калі вы даведаліся, што ж таго чагосьці ў Беларусі няма для таго, каб прадбачыць і кантраляваць будучыню, трэба прывесці. Калі мы сучасная краіна, мы не павінны быць пазбаўлены нічога карыснага, скарыснага і добрага, што ёсць у свеце. Калі мы думаем, што розумам, там, не ведаю, 16 стагоддзя, залатога веку Беларусі, мы можам пабудаваць будучыню, а можа быць на падставе Канстытуцыі БНР. Не, мы жывем у 21 стагоддзі. 21. І таму трэба карыстацца ведамі, якія прыдатныя для вырашэння сённяшніх задач. А тыя, хто сёння хоча, як спяваць, да? Нет, 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 я хочу сегодня, нет, 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 мы хотим сейчас, да? Яны зараз хочуць, і чого хочуць? І пачынаецца фантазіі, фобіі, мары і безглуздзіца. Вучыцеся, вучыцеся. Не диплом атрымайце, как вам Кривицкий написал под вашим именем диссертацию, например. Сапраўды вывучайце. И без вучобы все намагання будут марныя. Вот единый отказ. А калі мне кажется, зноў жа вы пакуль маўчыце на гэта. О, вось Статкевич кліча на вуліцу. Это зразумела, а то, что ты говоришь, это не зразумела. По-першае, вучыцца трэба шмат гадоў. По-другое, ну, знаешь, а что вы хотите? 20 годов змарнавалі. То бок вы, як разумею, прапануеце пачаць з адукацыі першай чаргі. Ну вот, видите, я не вымаўляў это слово адукацыя. Я отказываю вам. Учитесь сами, бо адукацыя – это система. Может, вас у БДУ научить? Лев Владимирович, колькі з гэтых 60 прогностичных методов выкладаюцца ў БДУ сегодня? Ни одного. То не идите в БДУ. Я хотел бы заявить, что я с БДУ сышоў. А учиться где вы тогда будете? А учиться зараз пакуль што самаадукацыя. Ну, вот, да, самоадукация. Але ж самоадукация – это вельми добрая рэч, калі ёсць наставник, хоть бы виртуальный. А с этим проблема. Ну, так шукайте, блин, холера, проблема, тоже нет проблема. Когда у меня была такая проблема в университете, я учился тогда в Питере, Ленинград тогда это назывался. Я ходил по Питеру, амаль як с этой самой Диоген с Лихтаром, шукаючи себе наставника. І перебрав самих видатних людей, яких я веду за сродков масової інформації у Питері. І ведаеце, для некоторых з них была черга. Ну, самый популярный на той момент, напевно, окромя, ну так скажем, зашкаливающих по социальному статусу. Ну, скажем, академик Липачев, он был обороненный от наведвальников и представляющих социальным статусом. А вот Гумилев, такий диссидент, жил в коммунальной квартире, выкладал на географичном факультете, то на его лекции набивалось столько народу каждый раз, что ну, просто и коридоры были заняты и так далее. Люди его ведали, шукали и учились. Правда, ну так, не вельми шмат чему-то можно было научиться, а лишь его шукали. Коли у Питер приезжал, например, Лотман Старт, ті там аверинцы из Москвы, людей набивалось полной аудитории. А сегодня студенты, БДУ, ну добре, разумные студенты сыходят своечасово, да? А остальные тягаются на лекции, не ведают, кто им этой лекции читает. И читают подручники, не ведаючи, кто их написал и навошли. Шукайте, Горотей, кажется. А метод Гумилева сработал, нет? А у него не было метода. Так а что к нему набивались? Не все то золото, куда набиваются? Ну, блин, я же сказал, я искал учителя. И важен здесь поиск.
В конце концов, я нашел его не в Гумилеве, а в другом месте. Я имя это называл. Ищите и обрящите. Я не критикую Гумилева. У мене питання до вас таке. На вашу думку, чи буде у нас, у наших сродках масової інформації, або хто-небудь з науковців, тиражувати і займатися тими розпрацовками, які у свій час передав нам Микола Круковський. Філософ, науковець. Ну, ось видите, мы зараз, есть такая редакційна група, редакційна колегія, яка складає другий випуск антології сучасного білоруського мислення. Я туди певним чином виходжу, і менавіта я пропонував Миколу Круковського включити, тексти Миколи Круковського включити у эту антологію. Ну а що тичиться уже протягу, він, небожчик, помер, покинув там певний корпус текстів, там своїх тих самих, то, ведаєте, ніхто, окрім вучнів, не може протягнути діяльність наставника. Я худший Миколою Ігнатовичем по певних пунктах справчаюся, і опонент, і справчався при житті. Ось, але ж я з повагою ставлюся до того, що він робив, і потрібно, як вучні, це протягнути. Видаєте, ось у будучині нічого не буде, коли ми туди своїми намаганнями не протягнемо то, що лічим коштовним. Але на сьогоднішній день у Державній центральній бібліотеці города Мінська Не ходите в центральной библиотеке и УБД. я знайшла тільки увіцню культурологію. Більш нічого там нема. Нема видання у його творів, хоча його твори використовують російські філософи і лічать його ідеї своїми. Нема пророка у своей отчине. Ну ведь пора, коли человек отошел с этого. Не, згодный, пора. Уже пора. Я с вами згоден. Философом, Так, правдой. так. Працевать над этим. Ну давайте. Где вучник Круковский? Ну так я же науковці. Чим я не займаюся? Я не ведаю. Ось видите, я сегодня снова не могу забыться про Владимира Абушенко. На жаль, ён не так шмат тэкстаў пакінуў, да? Але ж у яго вучні былі. Сапраўды, я думаю, што справа Абушенко будзе працягнута. Але ж, видите, ён 15-14 год быў намеснікам дырэктара Інстытута сацыялогіі. Каб не ён, ад сацыялогіі у Акадэміі нашых наук ужо нічога б не засталося. І ось сёння, видите, вся наша Беларусь трымаецца, скажем, на сумленнай працы асобаў. Адны ў калгасе, другія ў Акадэміі наук, і так далей, да? На сумленнай працы асобаў. Вот тыя планы, і праграмы, і праекты, прогнозныя паказчыкі, якія робяцца, на такім нізкім узроўні, что непридатные не то что для прогнозования, нават для улику у гульнях про будущее. То же самое тычется и библиотек. Да? Библиотеки сегодня купляют не то, что потребно нащадкам, будущим и тем, кто сыходит с БДУ для самонавучания. Неведомо кому, выполняют их макулатуру. А когда нават человек придет пошукать в библиотеке штосьці, его нема ніяких ориентиров. І ось там Тетяна розпочала від білоруського мислення з летучий університет, і ще шерах наших партнерів, колегів і так далі. Да? Там є простенькая такая программа, називається «Цитуй своє». «Цитуй своє», бо ми не ведаем белорусов, які варті уваги. Поглядите, сходите навіть не на вулицю, да? А в інтелектуальній саровці спитайтеся, хто такий Микола Круковський. А что я написал? Чего вам? И что вы почуете? Ну, 1 з сотні, може, ведає, правда? И это будет добро. И это будет добро. Мы не ведаем себе, не ведаем свое. И вельми часто
Коли сутыкаешься с аперцептивными выказываниями, прогнозными там, и так далее, да, про Беларусь, на чем они базуются? Они базуются на абстрактных ведах про інших. Они кажут, а вот Чехия, там тое, тому и мы будем. Не будем. Не будем. Вот тут, як у Маркса, да? Ось рабовладение змяняется феодализму, феодализм капитализму, на гэтым усё гісторыя спыняецца, і тое, што далей нам трэба зрабіць самим. І переписується. И мы не будем, лёс Беларуси не будет подобным ни на Польшу, ни на Жамойцию, ни на Чехию и так далее. Это может быть только свой индивидуальный лёс. И выпрацоўваць яго трэба сваім розумам и жить, проживать свой лёс со своим розумом. А мы его покидаем камусь и закликаем заўсёды ходить на проходную тракторную завод. Замест того, как читать Круховского. Еще. Ну и тяпы, что нема.